сидит на небесном камне и время от времени поглядывает вниз на землю, как пастух на свое стадо. Рядом стоит дьявол, он очень подвижен. «Но смотри, смотри, что получилось из твоего возлюбленного человечества», насмешливо сказал дьявол Богу. «Все копошатся. Но ведь ты не можешь отрицать, что было величие замысла», вздохнув, отвечает Бог. «Во всяком замысле главное – точность», ехидно заметил дьявол. «Величие замысла – оправдание неудачников». «А почему ты радуешься?» – спросил Бог. «Люди в меня в самом деле недостаточно верят, но и в тебя мало кто верит». «Тут-то ты и попался», – обрадовался дьявол. «Я сам ни во что не верю, и люди, даже те, что в меня не верят, в сущности следуют моей вере». «Логично, но противно», – сказал Бог. «Истина должна быть красивой, иначе она не истина». – 85 лет тому назад в Абхазии в Сухуме родился Фазиль Абдулович Искандер. Этот возраст солиден даже по абхазским долгожительским меркам. Искандер давно уже возведен в ранг патриарха и властителя дум, как на малой родине, так и в России, где живет большую часть своей жизни. А если судить по переводам его произведений на разные языки народов мира и многочисленные международные премии, то получается, что его епархия простирается почти на весь земной шар. Это получилось само собой. У меня мать абхазская, отец тоже был наполовину абхазец. В детстве они между собой говорили по-абхазски, с нами, с детьми, говорили тоже по-абхазски, но мы, дети, между собой говорили, кстати, по-русски. Почти каждый год в детстве я бывал в деревне, у себя в Чегеме, скажем так. И, конечно, я все лето слышал не только абхазскую речь, я слышал там и армянскую речь, и турецкую речь, и греческую речь. Но, естественно, я обогащал этим абхазский язык. А во время войны я вообще весь год жил в деревне, один целый год. Вот источник моих знаний. Но, кстати говоря, в те времена я вообще не стремился никаким знанием языка, я просто говорил на нем, это был мой язык. До появления литературного искандеровского Сухума город отстраивали кирпичом, произведенным на заводе Ибрагима Искандер, деда Фазиля Абдуловича, перса по происхождению, женатым на абхазке. А до этого у города были еще 2500 лет истории, то в статусе Порто-Франко открытого города, то морского порта, нескольких сменявших друг друга империй. К сожалению, тот старый Сухум постепенно исчезает, а литературно, можно надеяться, будет существовать много дольше. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Сейчас Сухум – столица абхазского государства, которое возникло в результате победы в кровавой войне с Грузией в начале 90-х годов. А в 8-10 веке Абхазия была самостоятельным государством, пока не утерялась в жерновах исторических обстоятельств. Но спустя 1000 лет колесо истории сделало круг и вернуло государственность абхазам. От тех славных времен по всей Абхазии остались величественные развалины крепостей и христианские храмы. Такова среда обитания, где родился и вырос Фазиль Искандер. Фазиль возникает на почве. И это не этот термин почвенник, который нам спустили сверху тоже. В этом плане к нему не подходит. А он возник именно на почве абхазской, безусловно.
на почве своего детства, своей деревни. И понятия не имею, я думаю, еще о Йокнапатафе Фолкнера или прочих. Он, значит, вот этот Чидем в нем родился, как особая страна, как и эти индурцы, и все. Вот, в общем, он родил материк какой-то. Первое, что я прочитал «Созвездие Госслатура», и очень смеялся, очень был счастлив. И признал его тут же, значит. Но это было значительно позже нашего знакомства. Вот так оно произошло. Абхазия, несмотря на такое свое очень сложное геополитическое положение, несмотря на то, что ей постоянно приходится и делать выбор, и обороняться, и думать о каких-то дипломатических ходах, и быть достаточно хитроумной для того, чтобы избегать конфликтов, сложностей, войн, хотя все равно бывают и конфликты, и сложности, и войны. Но мне почему-то кажется, что счастье было дано в Абхазии, в общем, гораздо больше для каждого человека, чем в большой стране. А чем я это могу подтвердить? Я это могу подтвердить только главным примером, конечно. Это Фазилем Искандер. Все творчество Фазиля Искандера, плюс его безупречная репутация, даже в самые сложные периоды жизни, и вполне библейские декорации страны, где он родился и вырос, так и просят сделать аналогию писателя с пророком, которых обычно в родном отечестве не признают. Он даже Евангелие написал свое, по-чегемски, о Джамхухе, сыне оленя. А Сухумский дворик Чика назвал наподобие ветхозаветного символа – Вавилончиком. Правда, почти у всех его героев недостаточно серьезности, чтобы претендовать на персонажей религиозной литературы. И дядя Сандра, и Чик, и их родные и знакомые – вполне земные люди, полные абхазского темперамента и задора, что их скорее роднит с героями романов Сервантеса и Рабле. В его мифологии удавы охотятся за кроликами, а не рекламируют Еве плод познания. Да и не похожа цветная капуста на райский фрукт. Но от этого шкала ценностей по Искандеру не становится менее важной. Наоборот, его понятие добра и зла ближе современному человеку своей природой. Искусство имеет определенную цель и определенные средства. То, что объединяет все виды искусства, это то, что предметом искусства является человек. Даже в каких-то опосредованных вещах. Причем человек в его трагической сущности. Почему человек трагический человек? Трагическая сущность человека. Потому что это Адам, изгнанный из рая. И все искусство, оно имеет целью показать пути возврата человека в этот рай. И мы смотрим масштабность личности художника. Он насколько соответствует вот этому главной цели искусства. Если он далек, ну, это его место. Или он, наоборот, очень близок. И вот Фазиль, у Фазиля это главное есть в его творчестве. Это и есть его предмет раздумий всей его творческой жизни. И это неисчерпаемая вещь. Фазиль Искандер совершенно чудесный и не уникальный, конечно, но очень редкий случай, когда национальное перешагивает национальные границы. Когда про Искандера, можно, конечно, про Искандера сказать абхазский писатель, но это неверно. Это неверно. Так же, как про Диккенса нельзя сказать, что он английский писатель. Да, на языке, да, на фактуре, на русском языке, на абхазской фактуре, но сила, мощь писательского таланта
пластический дар, дар писать характеры, дар сатирика, мощный дар писателя, и лирика, и сатирика сделал его, конечно, явлением совершенно перешагнувшим национальное. Фазиль Искандер никогда нигде не покривил душой. При этом никто не скажет, что он советский или антисоветский. Вообще заниматься советским или антисоветским – это такое неприличие для творческого человека. Все-таки у писателя, вообще у творца другие задачи. И он не должен внедряться в политические амбиции или строить из себя некого политического автора, потому что результатом все равно будет забвение. Политика уходит. Литература, которая все равно подходит близко к вечным вопросам, она никуда не девается. Она может исчезнуть, потом появиться. Она может соединиться с другой литературой. Вообще литература образует, великая литература образует некий круг. Она соединяется друг с другом. Как говорил Толстой, приводя в пример Гомера, он говорит, что Гомер является тем самым головным, обладает тем самым головным свойством литературы. То есть вот за ним идет вся великая литература, которая распустилась за ним потом. Тут можно сказать, и о Библии тоже обладает таким же свойством. Причем это не важно, верующий ты, неверующий. И вот все, что входит в эти великие понятия, на самом ничтожном уровне. Можно говорить о самом ничтожном герое. Но если он пронизан этими струями, он уже обречен на вечное существование. Так что в этом смысле, конечно, и проза Фазиля, и его публицистика – это абсолютно редкий вид творчества, его публицистика. И его поэзия, которая невероятно проста. Она настолько проста, что кажется даже просто примитивной. Почти прозой заговорил, только рифм подсказал своим строчкам. Ничего подобного. Это поэзия, потому что то, о чем он пишет, это можно рассматривать как поэтическое явление, а не как просто явление частное, которое произошло где-то с кем-то. Потомки Ибрагима Искандер уже были абхазами с красивой персидской фамилией. В сталинские времена именно необычная фамилия и происхождение стали причиной депортации отца писателя в Иран. Кроме высланного отца, еще двое дядей Фазиля Абдуловича были арестованы и не вернулись из лагерей. Но семейная трагедия не стала причиной озлобленности к стране, к режиму и людям вообще. Наоборот, она выработала в будущем писателе повышенное чувство справедливости и, возможно, стала одной из главной мотиваций борьбы со злом необычными методами – юмором, теплотой и мудростью. Сандро Исчегема – история семьи, история рода, история Абхазии 20 века, сказал как-то сам писатель. Даже живя давно в России, Искандер ощущает себя частью своего народа, болея за него в кризисы, радуясь его победам и думая о его будущем. Я полагаю, что всех объединить может только совесть. А совесть как высшую ценность определяют все главные религии человечества. Как говорил Толстой, все религии говорят одно и то же. Они все призывают к добру. И мусульманин должен внимательно прислушаться к главным истинам Корана, и христианин должен прислушаться к главным истинам Нового Завета. То же самое буддист и то же самое представители всех остальных религий. Человечество может объединить совестливое отношение руководителей государств друг к другу. Без этого войнам и раздорам не придет конца, а в наше время, когда оружие уничтожения столь
невероятно развита, это грозит человечеству страшными трагедиями. Мы стоим перед этим вопросом. Некоторые политики, может, уже его осознают, но большинство недостаточно осознают, потому что политики свой национальный эгоизм чаще всего прикрывают патриотизмом. Они не понимают, что и в другой стране люди любят также свой край и так далее. Короче говоря, попытку перехитрить друг друга надо отбросить и смело соответствовать голосу собственной совести. В 60-е годы, когда я работал в издательстве, и после была определенная переписка между мною. Вот. И для меня очень дороги эти письма, они не опубликованы. Вот. Я бы хотел там одно место из его письма от 1978 года. 1978 год это был для Абхазии, для интеллигенции нашей народа, нашего больших волнений, изменений. ЦК КПСС вследствие этого вынуждено было принимать специальное постановление по Абхазию. И в этот момент вот в письме, в частности, мне вот пишет, существование маленького народа столь же грандиозно и всемирно необходимо, как и существование так называемых великих наций. А если при этом в силу определенных исторических и психологических причин этот маленький народ сумел сохранить в себе высшие человеческие достоинства, такие как совесть и честь, столь приниженные и ослабленные в современном мире, то он имеет не только право на равное существование, но и может серьезно обогатить нравственную жизнь других народов. Это и вдохновляет меня, впрочем, как и всякого честного писателя. Да, здесь действительно подчеркнуто именно свидетелем, чего он был вот в жизни абхазского народа. И не только абхазского народа, у народов Кавказа и у других так называемых малых народов, младописьменных народов. Некоторым так и кажется, что они не так уж много создали. Это далеко, конечно, не так, если взять аспект, скажем, даже устного народного творчества, нардского эпоса, эпоса о Прометее в варианте, скажем, кавказском, нашем абхазском, в частности. Без всего этого не так легко представить вообще такой художественный мир, гений народа. К великому счастью, расцвет Фазиля Абдуловича Искандера попал на время относительного покоя и благополучия. И тем не менее, как художник, Фазиль не мог не нести в себе вот этой щемящей ноты представителя небольшого народа, у которого прав на жизнь не меньше, чем у представителя огромного народа. Потому что, получив от Всевышнего подарок в виде жизни, человек должен эту жизнь прожить
как сказал один человек, что если твое рождение – это тебе подарок от Бога, то твоя прожитая жизнь – это твой подарок Богу. Искандер своей жизнью сделал Всевышнему большой подарок. Искандера часто ставят в один ряд с Фолкнером и Маркесом. Они создали свои миры в литературе. Если фолкнеровская Йокнапатофа вымышленная страна, то маркесовский Макондо расположен в фантастической реальности Колумбии, а искандеровский герой обитает в абсолютно узнаваемой Абхазии. Да и родились Маркес и Искандер в один день, 6 марта. Правда, Габриэль Гарсия 2 годами раньше. И оба, по классификации самого Фазиля, писатели дома. То, что касается Фазиля Искандера, это такой приход совершенно удивительного мастера, который рожден и этой уникальной природой, и этой уникальной землей, и соединением этой природы со всеми вот этими культурами, о которых я говорила, они все так или иначе присутствуют у Искандера. И, конечно же, он по даже геополитическому положению Абхазии соединен и с испанской культурой, и с южно-французской культурой, и с итальянской культурой. Вот, как бы, вот эти родные культуры и родные литературы для Искандера. Но он еще и к тому же великолепно владеет русским языком. Он думает по-русски, когда ему надо. Он пишет по-русски, он владеет русским языком виртуозно, гораздо лучше, чем многие из нас. Но вы знаете, есть примеры. Осип Мандельштам вырос в еврейской семье, в которой по-русски, в общем, говорила только мать, а отец говорил на очень ломаном, на очень плохом русском языке. И тем не менее, Осип Мандельштам – лучший русский поэт XX века. Таким образом, и Фазиль Искандер занимает место, уж пусть простит меня абхазский народ, я-то считаю, что лучшего прозаика, который пишет на русском языке, второй половины XX века. В общем, для меня просто исключительного. Я считаю, что для нашей культуры удивительного и уникального явления. Он один выполнил работу, которую, не знаю, выполнял Пушкин, приближая французскую культуру к русской. Он же выразительно совершенно сделал вот этот рывок, Пушкин, для русской культуры. Вот Искандер для русской литературы, для русской культуры сделал такой сильный рывок. Именно поэтому его роман «Сандро из Чегема» сопоставим с самыми такими архетипическими романами того же самого Средиземного моря, которое является собой колыбель европейской культуры. После всесоюзного успеха «Созвездия Козлатура» Искандер переехал в Москву, но продолжал писать об Абхазии. Страна, зажатая между морем и горами, пережившая в своей истории многочисленные нашествия и мор, сумела сохранить свою идентичность, благодаря патриархальному взгляду на жизнь и стойкую веру в свое предназначение. Кавказская война ураганом прошлась по Абхазии, разметав большую часть наций по всему свету, а 20 век, начавшись с большого снега, как бы предопределил столетия новых испытаний и трагедий для небольшого народа. Но, вероятно, именно эпоха глобальных перемен и порождает масштабные личности. «Эх, время, в котором мы стоим», часто говаривали чегемцы. Родина стала малым аналогом глобальных процессов, происходящих в стране Советов. В ней тоже прошла коллективизация, и, как во всей стране, видели даже в ближнем шпиона. Но все это было как бы по-южному, без надрыва. Трагедия вплеталась в притчу, и от этого, не теряя сути, становилась мудростью. Это простоватый способ изложения, неторопливый. Этот спрятанный юмор, у него же не поскальзываются и не падают в лужу, и очень мало комедий положения. Это все комедии характеров, это все комедия, какая-то высокая комедия. Это все комедия, очень завязанная на лирике и очень завязанная на печали.
Это юмор искандеровский очень мягкий юмор. Очень мягкий юмор. Он иногда говорит об очень жестких вещах, но вот Восток тут дает себя знать. И есть мягкость интонации, даже когда он говорит об очень серьезных вещах. 85 лет. В России надо жить долго, сказано. Но, кстати говоря, и случай Искандера еще и счастливый потому, что он давным-давно, не просто при жизни, а давным-давно стал для своей страны незаменимым. Абхазия стала и местом обитания главных своих литературных героев – мальчика Чика и дяди Сандро, которые переживали вместе со страной революцию, коллективизацию, войну, оттепель и затем застой. В этот литературный калейдоскоп попали вожди, генсеки и другие официальные лица. Так принц Ольденбургский приятельствовал с дядей Сандро, а Сталин уходил с награбленной добычей по верхней Чегемской дороге. А судьбу семьи Ульяновых чегемцы воспринимали как личную трагедию. Никиту Сергеевича за разоблачение культа личности дружески называли хрущитом. Тем более он часто наезжал в гости в абхазские деревни. Небольшая субтропическая республика – просто клондайк для исторической беллетристики. Но Искандер сделал Абхазию не просто декорацией эпохи, а самодостаточной вселенной, где исторические вымышленные персонажи разыграли великую мистерию в XX веке. Сандро и Щедема, я считаю, что это было эпохальное произведение и отразило наш советский 20 век в полной мере, превышая размеры той страны, которую он описывал и придумал. Вот это замечательное уменьшение и увеличение, как будто он умел одновременно поднести глазу и телескоп, и микроскоп. Вот и что тогда можно видеть, такой съемки еще не придумано. Значит, но, кстати, структура мира видна и при уменьшении, при увеличении и становится подобной. И галактики, и микробы. Это известно. Значит, вот эта способность перевернуть бинокль, она у него наличествовала в Сандро в огромной мере. Ну, конечно, он плохо, просто он ничего не написал. Очаровательные там повести о Чике, о детстве и так далее. Но они для меня заслонены все-таки, Сандро и Щедема. И еще образ самого Сандро. Это герой. Герой литературный – это довольно трудное понятие, учитывая опыт, кстати, классической русской литературы. Он никогда не получался. А Сандро – это герой. Вот в чем все дело. Значит, ну вот как Дон Кихот герой, и вот такого типа герой. То есть в этом плане он усвоил и какие-то уроки. Вот тут, может быть, его другая национальная принадлежность и сказалась. То есть национальный характер, он же сохраняется лучше в углах, как староверческая деревня где-нибудь до сих пор живет в XVI веке. И дело в том, что Фазиль Искандер, вот этот вот смеющийся мир юга, тот, который Бахтин описал в своей книге о Рабле, этот южный карнавал, этот удивительную перемену масок, эту удивительную перемену, кто начальник, кто подчиненный, вот это удивительное чувство свободы человека, которое есть у Рабле, например, да? Или которое есть, конечно же, в Дон Кихоте у Сервантеса. Он это чувство свободы тоже принес через своего удивительного героя Сандро из Чегема. Поэтому независимость, свобода, красота, солнце, экологически чистая ниша, происхождение, удивительный слух к русскому языку, удивительная вот такая одаренность впитывать
чужую, в общем-то, другую культуру и ощутить себя в ней своим, это, конечно, дар немногих. У нас был пример в XIX веке, это был Гоголь. Абхазия – аналог бытия человечества, как-то сказал Фазиль Искандер. Это ключ к пониманию его творчества. Маленький народ, как и все человечество, переживает исторические фазы своего существования, кардинально меняя восприятие себя и окружающего мира. С Абхазией это произошло в короткий исторический период, обозримый даже с точки зрения одного поколения. Из патриархального общества нация прошла через горнило войн, революций и глобализации. Прорыв в научно-техническом прогрессе увеличил разрыв с традиционной этикой и моралью, что привело к погружению в новый феодализм, где смешалось добро и зло, традиция и модернизм. А ухмылки прогресса в виде экспериментов с генами животных и человека, тотальной слежки в мировой паутине, гендерного размытия, так и взывает к духам Гоя с его снами разума порождающих чудовищ. В сегодняшнее время это состояние химерического эволюционирующего одиночества интернет-пользователя. А Фазиль Абдулович возвращает через своих литературных героев прежде всего достоинство. А уже с ним легче определять, где черное, а где белое, и даже оттенки серого видны. В общечеловеческом плане национальное чувство в моей душе не возникает, а в этическом я все же чувствую себя абхазом. В известной мере я ощущаю себя патриархальным. Главное свойство патриархального общества при всех его предрассудках, а иногда и жестокостях, приоритет человеческой личности, личного стыда, ответственности за свое поведение. Я уверен, что табу необходимо, причем не только на сегодня или завтра, навсегда. Без него невозможно какое-то чистоплотное отношение к жизни. Лучше всех его пределы определило Евангелие. Я ценю больше всего в абхазском характере достаточно самобытном и цельном, который в силу своего рождения, в силу своей семьи, традиций, не потерял еще своих великих языческих табу. К сожалению, табу, которые создает религия, как и сама религия, человечеством плохо усваивается пока. И вот те, кто следует этому табу, понимают, что хорошо, что плохо. В абхазском языке особое место занимает слово «аламс», то есть совесть. В высшем смысле абхазцы издревле, конечно, сейчас уже многое изменилось, более всего поклонялись этому слову, и лучшие из них следовали ему. Я когда-то Искандера спросил, действительно, не жалеет ли он, что не получил философского образования. Он сказал, что отнюдь, потому что философское образование в СССР было, конечно, тотальной имитацией. Но то, что Искандер по складу своего дарования философ, что у него эмоция всегда подчинена самоконтролю, это верно. Не рассудку, нет. Может быть, понятием о чести, может быть, той высшей мудрости, которая приходит от культуры предков, не знаю. Но эмоцию он контролирует. И в силу горского своего характера, который он предпочитает называть не кавказским, а архаическим, да, у него есть опоры более серьезные. Он никогда не поддается панике, он никогда не может струсить. Может быть, у этого есть свои какие-то архаические издержки. Для него никогда, например, мужчина и женщина не будут равны. Для него всегда, я думаю, я в этом абсолютно уверен, для него всегда рыцарственное поведение останется единственно возможной моделью.
Это старое поведение, но это поведение надежное. Искандер может быть не гибок, но надежен, так бы я сказал. Именно благодаря этому он так сильно и пишет. Да, действительно, «Созвездие Козлодура» – это вещь, где советский абсурд увиден со стороны. Он никогда не вписывался до конца в советскую реальность. Но, может быть, это потому и получилось, что он много греков древних прочел вовремя и встал на позицию античной непримиримости. Античные люди тоже, в общем, не были особенно гибкими. Поэтому я думаю, что отсутствие у Искандера дурных поступков, его личный кодекс поведения, это связано, конечно, отчасти с его устаревшими понятиями, но дай бог каждому таких устаревших понятий. В сегодняшней Абхазии Фазиля помнят и любят. В силу возраста он редко бывает на родине. Его литературные герои поселились на набережной Сухума в виде бронзовых скульптур, названий кафе и сорта вина. Даже монета была выпущена к его 80-летнему юбилею. Существование такого великого явления, как Искандер, лишний раз оправдывает существование такого маленького народа, как абхазы. И то, что маленькие нации не просто кружевной завиток на прекрасном ковре мировой цивилизации. Задача, конечно, стоит непростая. Создать монету, посвященную юбилею Фазиля Искандера. Это, конечно, наверное, самое малое то, что мы можем себе позволить, чтобы отметить его просто огромнейшие заслуги перед Абхазией, ее культурой, ее народом, да и вообще перед мировой культурой. Ну вот та как бы вроде вот эта малость, но в то же время она как бы не очень уже проста. Дело в том, что монетное дело – это одно из древнейших как бы дел, чем занимается человек. И там есть свои правила, каноны и некие табу, которые очень редко нарушаются. Одно из них – это касается изображений живых людей на монетах. Это самая высокая честь. Это самая высокая честь при жизни иметь свой профиль на монете. Ну, в абхазской нумизматике вот, в новое время изображение живого только в одном случае у нас уже было. Это изображение первого нашего президента, лидера Абхазии Владислава Григорьевича Арцева. И в данном случае это второй такой пример, когда Фазиль Абдулович также удостаивается этой чести. Он успел насладиться и увидеть эту любовь, она длится десятилетия. Я вам могу сказать, что в русских домах за рубежом, я часто бываю, люди ведь, особенно когда уезжали в 90-е годы, там, в советское время, увозили совсем немного, очень просто ограниченный вес. И я знаю несколько моих друзей, моих семей, которые уезжают из Москвы на рубеже 89-90 года, среди совсем немногого количества скарба, которые они могли с собой возить, увозили Сандровича Гема с собой туда, потому что без этого их жизнь была бы невозможна. Это, между прочим, надо заслужить. Фазиль Искандер заслужил, безусловно. Вот этот сплав вот этих двух языковых стихий создали, конечно, богатство его. Вот. Он обогатил русский язык. Это русский писатель, который привнес из национальной культуры и литературы все богатство и вложил туда, и передал это. Вот это великая была миссия его как писателя в этом смысле. И я думаю, что если мы будем осматривать период послевоенной советской литературы и нынешней литературы, то рядом с ним я не обретаю никаких писателей, ни живущих, ни умерших. Было много замечательных писателей у нас, но это на расстоянии, все равно ниже намного. Это, конечно, писатель первого разряда,
слава Богу, умными людьми оцененным. Замечательный, удивительный писатель, гуманист нашего времени, человек, который отстаивает все наши общечеловеческие ценности, оставаясь русским писателем и певцом Абхазии. Я его спросила один раз: Фазиль, а ты вообще как вот ты себя ощущаешь? Ну, я русский писатель. Ну, конечно, я певец Абхазии. Вот, благодаря Фазилю Искандеру Абхазия существует на карте, культурной карте мира, как большая страна. Если существует такой писатель, если он так преподнес, презентовал свою страну человечеству, то это большая страна, потому что она вечная. Он дитя Абхазии, вот это можно сказать. Он рожден Абхазией, это можно сказать. Вот, а все остальное, значит, не знаю, насколько кому нужно. Кто как себя в грудь бьет, это звон павиана, когда он бьет себя в грудь, а не патриота. Вот это там, а не душа. А там есть душа, и там есть тепло. А тепло – это вот аджах или очаг. Вот. Тепло – это все время, оно, конечно, отечественное. Оно оттуда происходит. Вот эта согретость и море, и климат, и вот эти ветерки. Это теплые вещи все. Теплые не в смысле, что их в мороз надо, не валенки, а вот теплые вещи, как живые, человеческие. И, по-моему, все у него согрето его, конечно, собственным душевным теплом еще. Вот это-то и есть отношение, что он, конечно, он порожден Абхазией, но он писатель мирового порядка, чего там мельчит. Я помню, когда он писал Ширколобова, обуивали его вещи с Сандро, он все лето ее писал. И как раз маленький сын был, совсем младенец, и он только выходил под вечер, чтобы его искупать. Вот он принимал участие в купании. И перед тем, как мы готовили, на даче жили, мы готовили ванночку, все, а он ходил с ним на плечо, так головку положив, и ему напевал какие-то такие абхазские мелодии, очевидно абхазские, я не знаю, собственного, может, сочинения. Вот он под это вот ходил, и это был ритуал каждый божий день. Во всем остальном он приходил только есть, все, и уходил. И он превратился, как мы смеялись, он потом уже смеялся сам, что я, говорит, сам был ковбоем в это время. То есть в этом смысле отблеск труда настоящего одаренного человека, вот такого, ну, гениально одаренного, от Бога одаренного человека, в этом я не сомневалась никогда, ни минуты, ни секунды. Вот, это отражение падает на быт не только жены, но всей семьи. Он переписывал свои вещи огромные по 4 раза минимум, а то и 5. Это его норма. Кто сейчас из молодых может переписать свою вещь столько раз? При этом он, переписывая, не сокращал, а наоборот наращивал каждый раз. Поэтому он трудяга был, конечно. А это я видела изнутри, и я знала, что это труд. Даже если он не постоянен, а он не постоянно работал кусками, то это покрывало все. Потому что он очень много сил отдал. Я свидетель. Я просто свидетель. Хорошо псуток, сасы псуток, апсны, апсуток. Я думаю, можно ожидать, что человечество станет несколько разумнее.
несколько, но многого от него я не жду. «Пророк – горевестник Бога», – сказал как-то писатель. Наверное, отчасти и про себя. Правда, Искандер не предвещает апокалипсис, как нынче многие с экранов телевизора или во всемирной паутине. Раньше писателям пророчествовать было легче. Будущее наступало постепенно. А теперь оно наступает иной раз быстрее, чем выйдет из типографии книга, где это будущее описывалось. Поэтому Кафка сегодняшнего дня пророчествует ежедневно в соцсетях. А Искандер шутлив и мудр, и главное, оставляет надежду на будущее человечества. Поэтому скорее предвестник, чем горевестник. Пророчество – это правда, которая всегда приходит слишком рано, а вспоминают о ней всегда слишком поздно. «Вот ты Бог», — продолжал дьявол. «Ты ни в чем не сомневаешься, а люди полны сомнений. Страшно далеки вы друг от друга». «Я сомневаюсь больше всех», — сказал Бог. «В чем ты сомневаешься?» — удивился дьявол. «Я пока не уверен. Слишком рано или слишком поздно я послал на помощь людям своего сына. Или все-таки вовремя? Если не вовремя, значит, я способствовал напрасной гибели своего сына. Об этом думать невыносимо. Кто же развеет сомнения Бога?» — вкратчиво спросил дьявол. «Только люди. Я на них надеюсь», — вздохнул Бог. «Больше мне не на кого надеяться». «Значит, ты нуждаешься в людях?» «Да». «А они нуждаются в тебе?» «Очень». «Тогда какая между вами разница? Я твердо знаю, что нуждаюсь в них, чтобы оправдать свой замысел и не быть виновным в гибели сына. А они еще не уверены, что нуждаются во мне. Слишком многие не уверены. Вот в чем разница. Надо ждать, 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 пока они все не уверятся, что нуждаются во мне».